Традиционное посвящение в кадеты прошло сегодня в Горском кадетском корпусе, расположенном в селении Сурхахи. На мероприятии присутствовали гости, в том числе и родители самих кадетов. После окончания церемонии посвящения в ряды курсантов военного училища для ребят была организована праздничная программа. Репортаж Микаила Тангиева. Небольшая пауза, а через минуту командир докладывает начальнику кадетского корпуса, что кадеты построены. Начинается церемония посвящения. Товарищ капитан, личный состав Горского кадетского корпуса для посвящения кадетов первого курса построен заместитель начальника капитан Тунгоев. Здравствуйте, товарищ! Здравия желаю, товарищ капитан! Вольно? Вольно. Старшие воспитанники стройным шагом начинают маршировать на площадке, где уже собрался весь корпус. Но внимание собравшихся сегодня приковано к виновникам торжества, первокурсникам. Адаму Аздоеву 9 лет. Желанием поступить в кадетский корпус он загорелся давно, после того, как впервые заглянул в армейский альбом своего деда. Мой дедушка, он служил в армии. Я однажды, когда я играл на улице, он мне сказал, прийти к себе. Я зашел, и он мне показывал свои фотографии. Я увидел, сгордился своим дедушкой. Пошел и папе сказал: папа, а тут есть, какая-то военная школа. Он сказал: Горский кадетский корпус. Только надо окончить 4 класс, он сказал. Я окончил и поступил в Горский кадетский корпус. А вот на Ахмеда Ушигурова, которому 10, повлияли свои не менее возвышенные доводы, чтобы стать кадетом. До того, как я сюда поступил, я учился в 2-й начальной школе. Меня вдохновило сюда поступить. Мне мама рассказала, тут очень хорошо, красивые деревья, хорошее воспитание. И мне захотелось сюда поступить. После кадетскую я хочу поступить, может, в военно-медицинскую, может, в военно-высшую. Я решу. Даутхан Китиева вот уже 9 лет отдает себя воспитанию будущих защитников Отечества. Каждый раз, встречая новых воспитанников, куратор становится для них первым учителем и первым командиром. В этом году у нас такой очень хороший набор. Активные дети. Это большой праздник для всего кадетского корпуса. Я думаю, для родителей тоже. Видя их активность, очень активно все родители приехали. В новую жизнь вчерашних мальчишек и сегодняшних кадетов провожают родители, которые пришли, чтобы поддержать своих детей в начале такого важного пути. Все они горды за сыновей, которые поступают в такое престижное учебное заведение. Мероприятие было на высшем уровне, нам очень понравилось. Все родители присутствовали, дети нас приятно удивили. И вот один из самых ответственных и волнительных моментов. Новобранцам предстоит произнести клятву верности и официально вступить в ряды кадетов. Клянусь быть преданным своему Отечеству, своему народу, свято чтить память предков. Отечество, верность, честь и отвага – девиз Горского кадетского корпуса. Воспитанники и сами подготовились к мероприятию, прочитали патриотические стихи, посвященные родному корпусу. Каждому из них по традиции также вручают кинжал. Кадетов поздравляют с поступлением и желают дальнейших успехов в учебе и военном деле. Руководство Горского кадетского корпуса заботится о том, чтобы вы стали людьми широко образованными, чтобы вы стали людьми творчески мыслящими. И поэтому, на мой взгляд, вам необходимо с самых первых дней воспитывать в себе неутомимую жажду познания. Те кадеты, которые сегодня высоко несут имя горца, имя кадета и всегда остаются верны девизу «Отечество, верность, честь и отвага». От души поздравляю личный состав первого курса с принятием присяги, а личный состав корпуса с новым пополнением. Посвящение в кадеты проводится ежегодно, и с момента его основания в 1994 году клятву произнесли более 1000 кадетов, один из первых выпускников корпуса и сам начальник. Я сам являюсь первым выпускником Горского кадетского корпуса. В 1994 году сам присягал на верность беззаветному служению Родине и кадетскому движению. После окончания кадетского корпуса закончил военное училище, прошел путь от командира танкового взвода до заместителя начальника штаба полка и по велению судьбы вернулся в родное учреждение. Более 20 лет назад руководством Республики Ингушетия было создано это учебное заведение. По окончанию учебы кадеты смогут продолжить свое обучение в различных вузах России, гражданских или военных. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.